В Алмазной провинции начинают развивать внутренний туризм. Так, на днях первые туристы посетили гастротур. Туристический маршрут реализован благодаря местным предпринимателям. Мы уже рассказывали, как предприниматель из Мирного планировал создать туристическую базу отдыха на территории Мирнинского района. Давайте вспомним, с чего начинался путь предпринимателя. Житель Мирного Дмитрий Иванов свой основной бизнес начал еще в далеком 2005 году. Тогда он организовал производство рекламной полиграфической продукции. И вот в течение 18 лет работы предпринимателя сегодня его бизнес состоялся устойчиво на территории Мирнинского района. Основное – это изготовление баннерной продукции, всякие вывески, плакаты, световые вывески, цветовые буквы, полиграфическая продукция, начиная от визитки, заканчивая книгами. Ну, все, стенды, любая полиграфическая, любая рекламная продукция. Крупнейший производитель в Мирнинском районе, думаю, даже в Западной Якутии. Чтобы открыть собственное производство, требуется немало сил и усердий, но при должном желании и терпении у человека получится построить рентабельный бизнес. Сегодня успешный бизнесмен пробует себя в других сферах предпринимательской деятельности. В этом году мы запустили новый проект «Столовая в селе Мракока». Это в 280 километрах от Мирного. Закрытый населенный пункт, арендовали помещение, с бизнес-планом получили льготный кредит в районе, закупили оборудование и запустили столовую. Конечно, тяжело работать там из-за удаленности, но сейчас на данный момент мы вышли уже на плановые результаты. После воплощенной идеи открыть придорожную столовую, которая оказалась весьма востребованным среди путников, Дмитрий снова зажегся новой идеей. Теперь же это туристическая база, проект которого он представит на инвестфоруме, который пройдет на днях в Мирном. У нас там уже имеется здание 280 квадратов, и на базе этого здания будем делать туристическую базу. Речка Мракока привлекает к себе много рыбаков, охотников. Там постоянно отдыхают люди. Сделаем мы также там туристические маршруты, спортивный инвентарь, который будем давать в аренду. Я думаю, людям будет интересно. Чтобы достичь какого-либо успеха, нужно предоставлять качественные услуги и держать сервисное обслуживание на высоком уровне. Конечно, это трудоемкое занятие. Дмитрий сейчас вкладывает все силы на запуск этого дела и надеется, что данный бизнес будет радовать многих гостей и жителей района. И вот мечта предпринимателя сбылась, и любители активного отдыха побывали на первом гастротуре с подледной рыбалкой. Да, в прошлом году мы начали заниматься туризмом. Он у нас идет попутный бизнес к столовой, которая у нас находится в поселке Мракока. Очень много было работы проведено. Мы сделали ремонт здания частично, сделали канализацию, подключили электроэнергию, подключили газ, отреставрировали старую систему отопления. Где-то в октябре мы запустили отопление здания. Очень много было устаревшегося вот этого канализации, батареи, все это ремонтировали. Очень много было проблем с документами по разрешительной, там, по подключению по мощности, по газу. Все это отрабатывали в течение лета. К осени запустили. Зимой у нас возникли новые проблемы на базе. Стало очень холодно. Полы были очень холодные. Поэтому пришлось вскрывать полы, все это утеплять. Все это у нас выявилось, когда на базе стало за минус 50. Так как Мракока находится в низине, река, там разница в температуре получается где-то градусов 10-15 градусов. Если, допустим, у нас там 35 показывает, то на Мракоке у нас за 50.
Вот. С летом, ну вот сейчас потеплело, мы запустили первый наш маршрут, первый тур провели. Очень спонтанно, все быстро. Естественно, не хватило нам немножко времени, чтобы собрать много людей. Первый тур прошел, я думаю, хорошо. У нас был гид, который развлекал людей. Мы организовали палатку, теплую палатку с обогревом, где гости у нас рыбачили. Также сняли много материала, фото, видеоматериал для дальнейшей работы. Ну и изюминка у нас был это гастротур от профессионального нашего шеф-повара, партнера моего Сергея. Авторские блюда, те блюда, которые не найти ни в ресторанах. Ну, естественно, и красивая подача. У нас была подача и на улице, и внутри помещения базы. Все было организовано на уровне ресторанов, пятизвездочных ресторанов. Провели первый гастротур, готовили из местного сырья все. Это свежее мясо, конечно, оленина, рыба северная и местная также. С Туюхая привозили рыбу нам, омуля, муксуна. Здесь местный оленок, сик, пеледь была. Готовили и на улице, и в помещении. И фаршированную рыбу делали, и запекали целиком ляжку в тесте. Готовим от сезонности. Ну, в принципе, летом другие блюда, другие рыбы, другое мясо. Сейчас более на зимнюю. Это, конечно, строганина и с печени, и с рыбы. В авторском исполнении, на ледовых подушках все это сделали. Уху, конечно, готовили. Делали отдельно, приготавливали в палатку. Там как кофе-брейк делали отдельно. Когда приезжают гости к нам, мы можем организовать питание как в столовой, как и на базе. И также на реке можем с выездами. Летом провозили выезды на речку, там 10 километров, там готовили. Все по меню также, все сезонное. То есть пошла рыба такая-то, таймень, сделаем с тайменем. Все продукты у нас натуральные, все местные. И ягода, брусника, это Сунтарский район нам делают, и рыба местная. Конечно, мы работаем с ИП Феченко, постоянно поставляют. Мясо также местные общины нам дают. Все официально, все красиво, все очень вкусно, всегда свежее. Что приезжайте к нам в гости, всех накормим, все будете довольны. Для удобства наших гостей мы купили комфортабельный автобус «Хайс» 8-местный. Мы можем встретить наших гостей в аэропорту, разместить их здесь в гостинице или в местах проживания, а также организовать трансфер до нашей турбазы в поселок Маркока. Это примерно 280 километров. Где-то около 4 часов займет дорога. С питанием, с водой, все комфортабельно и удобно. Я сама очень люблю путешествовать по Якутии, но первый раз именно на гастрономическом туре, в кулинарном празднике, на празднике живота побывала в первый раз, и мне очень здесь понравилось. Я в восторге, начиная с организации тура, изысканная подача блюд, вкусная именно традиционная национальная кухня. Все это мне так понравилось, но буду еще не раз повторять этот же поход. Здесь мы в Маркоке уже второй раз. Летом побывали тоже большим походом. Там у нас был пеший поход и тоже также рыбалка. Поэтому хотелось повторить именно в зимнем варианте с подлённой рыбалкой. Ну и попробовать весь гастрономический вкус. По Маркоке в этом году мы будем строить баню. В планах есть купить еще мобильную баню, чтобы поставить ее на речке. И сделаем там, может, небольшую какую-то ферму с животными. Детские игровые площадку.
площадки. И, естественно, будем докупать инвентарь, там лодки всякие, ну, для развлечений людей. По маршрутам гастротуры у нас будут проходить там 1-2 раза в месяц. Также мы будем делать туры тематические, фототуры, там какие-нибудь там физкультурные, сбор ягод и прочее по запросам наших жителей. Вообще, я так скажу, туристический бизнес, он очень перспективен в целом, не только в Мирнинском районе, а как вид бизнеса. Что касается отдельно Западной Якутии, да, ну вот очень активно развивается в соседнем вот Сунтарском улусе. Очень многие жители Мирнинского района, других районов посещают вот туристическую базу Тещин язык. Открылись аналогичные в селе Крестях, в Тайбахое. То есть это популярно. В Ленском районе действует муниципальная хорошая лыжная, горнолыжная база. А в нашем Мирнинском районе тоже в последнее время, что очень радует, начало активно развиваться это направление. Так вот у нас индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Валерьевич восстановил, можно сказать, базу в поселке Маркока. Сейчас уже состоялись несколько пробных, можно назвать, туров, которые показали востребованность. То есть это направление будем развивать. Есть у Дмитрия Валерьевича планы по развитию базы в поселке Чернышевский на Чернышевском море. Также у нас рядом на озере Чоналыр тоже Игнатьев Михаил с городом Мирный заключил концессионное соглашение и тоже устанавливает такие объекты рекреационного отдыха. Есть у нас также люди, которые занимаются пешим туризмом. Это Портнягина Туяра, Шаботин Владимир. Вот с ними мы тоже хотим отработать по упаковке так называемых этих туров и планируем создать единую базу данных для того, чтобы жители нашего города, района могли на едином портале увидеть, какие туры, какие услуги могут они получить для отдыха. Вот это в ближайших планах, мы должны это в этом году запустить. Начали мы, хотели, как все предприниматели, найти деньги, пытались, не кредитные, а именно субсидии, какие-то гранты и прочее. Но это очень тяжело получить, потому что есть какие-то цели, немножко у нас не получалось по целям, допустим, по субсидии, которая была не республиканская, а федеральная. Потом по строительству домиков тоже там у нас была проблема сейчас с землей, которую мы сейчас пытаемся оформить, близлежащая земля к базе. Без этого, в гранте никак не выиграть. Я в прошлом году 3 раза ездил в Якутск. Кстати, благодаря Якутску, благодаря агентству развития туризма, нам удалось за летний период подключить газ, электричество.
потому что очень проблематично было с документами. Ну вот через Якутск мы эти проблемы решили. Также я пытался найти какие-то деньги, инвесторов, но ничего не получилось, поэтому полностью базой, ремонтом, обстановкой и прочей экипировкой, ну, своими средствами, которые зарабатываем, все эти деньги улаживаем в туризм. Расходов очень много, потому что просто так с нуля сделать очень тяжело. Помощь, ну, районных, городских, районных, там, республиканских денег, ну, нам не получилось получить, выбить грант. Ну, своими средствами справляемся пока что. Надеюсь, в этом году тоже будут программы по субсидированию. Ну, постараемся там поучаствовать, получить какие-то деньги. Сейчас у нас основная проблема – это мы сейчас пытаемся сделать, ну, организовать инфраструктуру, так как место удаленное, нужно построить там гаражи, баню и, ну, прочую инфраструктуру, чтобы людям было… Ну, пока есть только место проживания. Остальное все вот в этом году планируем построить. Как это выйдет, ну, посмотрим, покажет будущее. Нам удалось быть первооткрывателями в этом гастрономическом туре в Марокко. Мы даже с ребятами смеялись, что у нас есть свой северный Марокко, как мы прозвали. И бонусом этого тура стала новая открывшаяся столовая, где очень вкусно и сытно кормят. В программу нашего тура также входила подледная рыбалка. То есть нам уже была предоставлена палатка, все рыболовные снасти. Река Маркока богата такими рыбами, как сик, ленок, даже водится саря рыба таймень. Нам удалось поймать рыбу ленок, и мы на месте там же сварили самую вкусную наваристую уху. Это была самая вкусная уха, которую я пробовала в жизни, потому что, наверное, я поймала эту рыбу. Ну, вообще, я люблю природу, поэтому чувствовала себя очень хорошо, там свежий, вкусный воздух. Если вы будете в западной части нашей Якутии, то обязательно посетите это место, потому что Марокко – это северная Марокко. Я очень люблю путешествовать, и вот как раз, когда предложили, когда увидела рекламу, я сразу же согласилась. Мы поехали на комфортабельном микроавтобусе, приехали в пятницу вечером. Гостиница «Турбаза» благоустроенная, так как мы девушки. Ну, мы привыкли, конечно, на природе там отдыхать, но тут в Турбазе все есть, благоустроен и душ, и туалет, и чистое белье. Отдых максимально комфортный. Все было. А с собой много вещей не надо брать. Рюкзак маленький, и все. Там и постельное, и мыльные, умывальные, все предоставляется. Я съездила весной, а теперь я хочу там побывать еще летом, потому что там летом, говорят, такая красота, и речка, и там множество развлечений, мне кажется, будет. Конечно, туризм – это трудоемкое занятие. Дмитрий же сейчас уже продумывает детали следующих тематических маршрутах. Этот вопрос мы на прошлой неделе обсуждали на форуме, таком небольшом страцессии, по поводу туризма Западной Якутии. Мы собрали людей, которые занимаются туризмом, гостиницы, общепит, потом Сунтаров турбаза была, Орлах, Сюльдюкар, Салмазного глава была, а также подключили агентство развития туризма с Якутска на ПВКСу. И также у нас была Алроса представители и Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия. Мы обсудили вопросы, куда нам двигаться, объединились сейчас в группу инициативных людей, которые горят этим туризмом. И сейчас начинаем отрабатывать маршруты. Ближайший у нас будет Орлах-Алмазный, планируем на выходных.
И выезд в Сельдюкар на День рыбака, это у нас где-то 6-го планируем. И также отработаем все остальные маршруты, там Сунтарский район, Вленский попробуем. И также туры по городу однодневные, по достопримечательностям. Ну и далее будем пытаться развивать сообща наш туризм в Мирнинском районе, в Западной Якутии. В рамках второго регионального инвестфорума уже обсуждался потенциал промышленного туризма. Тогда спикеры форума рассказывали, как правильно упаковать идею туристического маршрута и подготовить заявку на грант. Ну и, конечно, Мирнинский район имеет потенциал для въездного туризма. То есть то, что вот до этого я говорил, это внутренний туризм, нацеленный на наших жителей. Ну и это, наверное, приоритет для работы администрации. А вот что касается въездного туризма, то здесь, конечно, у нас в первую очередь мы интересны как промышленный туризм. И здесь более такая масштабная работа, можно сказать, на уровне республики с участием, безусловно, акционерной компании «Алроса» проводится. Сейчас на стадии согласования дорожная карта, потому что въездной туризм, понятно, это впечатление, это должна быть инфраструктура. Но, в принципе, у нас есть эта трубка «Мир», то место, ради которого действительно можно назвать его точкой притяжения. Есть аэропорт, который в этом году в конце по планам новый аэропорт должен быть введен. Есть гостиницы, в принципе, инфраструктура для этого есть. Нам надо будет с компанией, конечно, отработать схему тоже данного туристического продукта. И, в принципе, в этом направлении параллельно мы тоже движемся. Создание кластера развития промышленного туризма – это главный вопрос по направлению туризма. Ведь опорной точкой развития промышленного туризма в Западной Якутии является Мирнинский район.